Новый и современный строительство детского сада началось весной прошлого года. Село активно заселяется. Сегодня в Южном проживают порядка 1500 жителей. С каждым годом растет число молодых семей, а вместе с ними повышается рождаемость. Поэтому это учреждение здесь было просто необходимо. До ближайших объектов социальной инфраструктуры добираться долго. Усилиями администрации, с обращениями жителей уже строим детский сад, на 120 мест. Где-то в декабре мы уже должны сдать этот сад, у нас он будет готов. Строительством занимается подрядная организация «Еврострой-сервис-2010». Этажи уже возведены. Продолжается монтаж электрики. Остались отделочные работы, то есть штукатурка, укладка плитки и ламината, покраска. Двухэтажное здание готово на 60%. Кладка 100% завершена, кровля 100% завершена, установка дизельного генератора, установка трансформатора, установка комплектной котельной. Строительство детского сада здесь ждали долгие годы, так что это настоящий праздник для родителей. Раньше нужно было вставать ни свет ни заря, чтобы отвезти ребенка в садик в соседние села. Зимой это особенно тяжело, отмечает мама 4 малышей Айна Итазова. Поэтому часто приходилось полагаться на помощь бабушек и дедушек. Хочу поблагодарить нашу главу Мухаммада Али Калиматова, а также все правительство. Здесь не только после открытия садика будут работать наши жители, но и до открытия этого садика строили наши жители этого села. Я сама надеюсь выйти в этот садик на работу. Я сама работаю в Магасе, мне трудно ездить в Магас. Очень благодарна, что нам в селе построили садик. Это очень хорошо для подрастающего поколения. Мои дети уже взрослые. Когда они маленькие были, здесь вообще даже в соседнем селе этого садика не было. Они вышли из этого возраста. Но мне очень нравится, что хотя бы ихние дети уже будут ходить в садик. Это полезно для детей. Адаптация у них проходит, и они более подготовленные к школе будут. За качеством проведения работ следят специалисты технадзора. Работа кипит по всему периметру здания и не прекращается ни на один день. Пока одни добивают внутренние работы, снаружи трудятся над благоустройством дворовой территории. Площадка шхаяй, резиновое покрытие атилай, сатсел качель хам аватая, шамагар вид хозел же, хотя и же, но уже бог да был бяпа. А вот и беседка же саяр. Так, даю ешь ботсе, гян же даю ешь. Анз март-апрель, примерно, на был на разбол. Так, цац тропинг хамисаяр, брусчатки аилиш по благоустройству. И гуна асфальт там аилиш боешь. На этом изменения не заканчиваются. Главой региона уделяется пристальное внимание благоустройству отдаленных населенных пунктов. Так, в конце прошлого года в Южном открыли ФАП. В современном медпункте предусмотрены 20 помещений. Вопросы подобного рода стоят на личном контроле Махмуда Али Калиматова. Мы, конечно, стараемся развить все социальные наши объекты. Имеется в виду и школы, детские сады, больницы, ФАБы. Для южного села здесь это большое дело. Новые социальные объекты, такие как ФАП и детский сад, в Южном построили в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она в селе активно реализуется с 2023 года. На строительство сада из федерального бюджета выделено более 160 миллионов рублей. Открытие детского сада – это не просто очередное здание, это новый этап в развитии села Южное, инвестиция в будущее. Теперь у детей есть место, где они смогут расти, развиваться и радоваться жизни, а родители смогут спокойно работать, зная, что их дети в надежных руках. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магас 24.